День. Благодарю вас за терпение. Мы с вами начинаем работу. Мы проводим вебинар по подготовке к основному государственному экзамену. И мы с вами сегодня обсуждаем задание номер 3. Это пунктуационный анализ на основном государственном экзамене по русскому языку. И давайте мы с вами непосредственно приступим к обсуждению тех заданий, которые предлагают детям, и к тем рекомендациям, которые можно дать и учителям в 9 классах, и самим детям, если они у вас умеют готовиться самостоятельно. Итак, уважаемые коллеги, перед вами один совершенно условный пример задания номер 3 основного государственного экзамена по русскому языку. И здесь, конечно, уже выделены все пунктограммы и, разумеется, отмечены все те цифры, которые нужно было бы ребенку выписать. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите на предложение. Если тебе, мой читатель, посчастливится побывать когда-нибудь в Кавказском заповеднике и пройти по тропе, у которой стоит такой обелиск, низко поклонись памяти защитников нашей Родины, отдавших свои жизни за то, чтобы сегодня мы жили в мире. Уважаемые коллеги, безусловно, вы учителя практики, и у вас достаточно много уже опыта подготовки государственной итоговой аттестации и учащихся в 9 классах и 11 классах. Конечно, среди нас есть и молодые коллеги, но тем не менее и тем, и другим понятно, что это задание номер 3 основного государственного экзамена по русскому языку, носит комплексный характер. В чем выражается комплексность этого задания? Ну, первое. Ученику нужно для того, чтобы справиться с этим заданием, обобщить пунктуационные правила, которые имеют отношение к простому предложению с осложняющими компонентами, и пунктуационные правила, которые в первую очередь регулируют постановку знаков препинания в сложных предложениях. Мы с вами понимаем, что ученики в 9 классах только начали изучать синтаксис сложного предложения. И за первую четверть мы с вами изучили вместе с учащимися сложно сочиненные предложения. Но, тем не менее, уважаемые коллеги, напомню, и в 4 классе ученики разбирают сложно сочиненное предложение. Да, они его не называют сложно сочиненным, но они изучают предложения с сочинительными союзами. В 5 классе в пропедевтическом курсе русского языка, синтаксиса, точнее говоря, учащиеся тоже говорят о сочинительных и подчинительных союзах. Уважаемые коллеги, но, наконец, в 7 классе ребята, когда завершают изучение морфологии, тоже обсуждают группы союзов, изучают группы союзов. А это значит, уважаемые коллеги, что и в первой четверти, и во второй, и в третьей, и в 4 четвертях мы с вами, конечно, должны начинать учебные занятия с того, чтобы актуализировать средства связи между частями сложного предложения. И, конечно, тогда, когда наши дети на этапе актуализации будут разбирать подобного типа задания, конечно, мы не будем требовать от них, чтобы они проводили полный синтаксический анализ. Но как минимум мы должны добиваться того, чтобы дети обозначали грамматические основы, определяли количество частей в этом сложном предложении, определяли средства связи между частями этого сложного предложения. А потом уже по отдельности работали с каждой частью, потому что в каждой части мы видим, ну вот в частности в этом примере, в частях этого сложного предложения есть обращение, в частях этого сложного предложения есть однородные члены, поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, что мы можем с вами работать с детьми с разными типами сложных предложений, понимая, что они еще не справятся с определением типа предложения, но вот с частями предложения уже, конечно, они могут работать. Итак, уважаемые коллеги, задание носит комплексный характер не только потому, что нужно учитывать разные разделы синтаксиса и разные условия постановки знаков препинания, но, кроме всего прочего, уважаемые коллеги, мы с вами понимаем, что те дети, которые в первую очередь перед тем, как расставлять знаки препинания, предложения читают выразительно, показывают голосом смысловые части, отмечают голосом, выделяют голосом логическое ударение и логические паузы, эти дети, конечно, справляются с пунктуацией, с объяснением условий постановки знаков препинания гораздо легче и лучше. Поэтому, уважаемые коллеги, напоминаю о том, чтобы сформировать навыки постановки знаков препинания
и навыки выполнения этого задания, третьего задания ОГЭ по русскому языку, нужно как можно чаще предлагать детям прочитать предложение. И тогда мы у них формируем алгоритм выполнения этого задания. Сначала, вчитываясь в предложение, мы понимаем смысл этого предложения. Мы делим его на части, мы понимаем, что не каждая наша пауза будет обозначать знак препинания, но при этом эти паузы позволяют нам понять содержание этого предложения, а соответственно потом, опираясь на смысловой анализ, мы легче находим грамматические основы. Итак, это задание комплексное, потому что нужно правильно прочитать предложение, нужно провести смысловой анализ предложения, потом применить навыки синтаксического анализа для того, чтобы определить тип предложения. А дальше нам, конечно, нужно научиться объяснять постановку знаков препинания. И, уважаемые коллеги, вот в этом смысле у нас есть пример. Напомню, что у нас и в заданиях единого государственного экзамена, и в заданиях основного государственного экзамена когда-то были задания, в которых детям нужно было поработать с утверждениями. Ну вот, коллеги, напомню, в едином государственном экзамене у нас есть задание 16, в котором дети анализируют роль сочинительных союзов в простом предложении с однородными членами и в сложно сочиненном предложении. Вот у нас такое задание изначально в централизованном тестировании тоже было. И детям нужно было выбрать утверждения, которые бы правильно объяснили, почему нужно ставить знак препинания в этом предложении или почему не нужно ставить знак препинания в этом предложении. Но вот подобное задание у нас было по бессоюзным сложным предложениям. Коллеги, такие типы заданий вы пока еще можете найти в интернет, они пока не закрыты, они в открытом доступе. Уважаемые коллеги, задание звучало следующим образом. Выберите утверждение, чтобы объяснить постановку тире или постановку двоеточия в бессоюзном сложном предложении. Уважаемые коллеги, и вот по отношению к этому заданию, номер 3 основного государственного экзамена по русскому языку, мы детям тоже можем предлагать такой тип заданий. Ну, например, выписать только цифры 1, 2, они у меня сейчас на слайде не отмечены красным цветом, и отметить варианты утверждения, чтобы дети выбрали, почему в этом предложении по этим цифрам нужно поставить запятую. Ну, например, утверждения могут быть следующими. В предложении употреблено вводное слово, в предложении употреблено обращение, в предложении употреблено обособленное определение, в предложении употреблено приложение. То есть, конечно, мы, коллеги, не будем предлагать детям утверждения, которые не имеют никакого отношения, допустим, к синтаксису, а вот как раз можем предложить утверждения, которые нам позволят выявить затруднения. И вот предположим, что часть класса, 70% детей правильно выбрали, что здесь знаки препинания поставлены, потому что есть обращение, да еще и обращение распространенное, а вот часть класса почему-то поставила приложение. И вот как раз для нас это то затруднение, которое позволит отобрать материал на следующий урок. Вот, значит, как раз про приложение-то дети уже забыли. Помнят, что обращения и приложения у нас чаще всего выражаются существительными, причем и обращения, и приложения могут иметь при себе местоимения и прилагательные, а это значит, что эти конструкции дети позабыли, поэтому им нужно будет напомнить на следующем уроке. Итак, уважаемые коллеги, для того, чтобы формировать навык объяснения знаков препинания, вот эти условия, эти правила нам тоже нужно детям в разной форме преподносить. Конечно, можно открывать сразу правила или несколько правил, чтобы дети, например, выбрали те правила, которые к этому как раз предложению, к этому фрагменту подходят. Можно пойти вот как раз по пути этому, а можно и по другому пути. Можно дать незаконченное утверждение, и тогда учащиеся как раз попробуют свои силы в том, чтобы эти правила вспомнить, эту теорию вспомнить, продолжая эти утверждения. Вот этот путь, конечно, сложнее, потому что в данном случае мы можем подвергнуть детей риску, мы можем получить очень много фактических ошибок. Поэтому в начале четверти лучше с детьми повторять условия постановки знаков препинания с готовыми утверждениями, чтобы дети могли сделать выбор.
Ну и, наконец, уважаемые коллеги, это задание комплексное, потому что оно проверяет навыки постановки разных знаков препинания. Вот здесь у меня только запятые, но мы с вами знаем, что в модельных заданиях, которые предлагают детям в рамках основного государственного экзамена по русскому языку, у нас в границах одного предложения могут быть и запятые, и тире, и двоеточие, и кавычки. И вот как раз этот навык объяснения условий постановки разных знаков препинания очень важен. Что мы можем сделать? Мы можем попросить на интерактивной доске или просто на доске, на которой можно делать записи, или, допустим, если вы проводите занятия в Zoom на доске в общем доступе, мы можем попросить расставить знаки препинания и предложить ребятам объяснить только те знаки, в которых они не затрудняются. Очень многие дети ставят знаки препинания интуитивно, потому что они так предложение прочитали, но при этом объяснить не могут. И тогда мы эту группу детей вычленяем, другим учащимся даем, допустим, следующее задание, а вот с этими детьми отрабатываем, уточняем, какие у них затруднения, и тоже не сразу даем готовый ответ, а даем возможность поработать с предложением. Допустим, предлагаем предложение проанализировать с точки зрения наличия осложняющих компонентов или с точки зрения структуры сложного предложения, и таким образом уточняем, могут ли теперь дети, опираясь на синтаксический анализ, выполнить пунктуационный анализ. Вот чаще всего, когда дети проводят синтаксический анализ, они уже могут и объяснить условия постановки знаков препинания. Но вот, как правило, не могут объяснять условия постановки знаков препинания вот как раз те учащиеся, которые пренебрегают синтаксическим анализом. Итак, уважаемые коллеги, подводя итог с точки зрения того, что это за задание, мы с вами понимаем, что оно комплексное, и оно требует прежде всего организованности от ученика, а от нас подготовки особого типа. Итак, уважаемые коллеги, давайте мы с вами посмотрим на то, какие затруднения испытывают дети. Это вот результаты прошлого учебного года, 2021 учебного года. Соответственно, это выпускники 9 классов прошлого года. Посмотрите, пожалуйста. Если мы обратим внимание на то, какова пунктуационная грамотность у учащихся при написании изложения и сочинения, то мы увидим с вами, что только 47% учащихся прошлого учебного года, выпускников 9 класса, справились с пунктуационными нормами. Если посмотрим на задание третье, это вот правый верхний угол, это всего лишь 49% учащихся, которые выполнили задание номер 3. Получается, 50% учащихся и при письме, то есть при написании изложения сочинения, и при выполнении задания третьего затрудняются. Вот теперь посмотрите на их затруднения. Это означает, что мы такие задания как можно раньше должны включать в подготовку учащихся. Да, уважаемые коллеги, сложно подчиненные предложения дети только начали изучать. И тем не менее, коллеги, что такое подчинительный союз, они знают. Что такое грамматическая основа, имеют представление. Что такое второстепенные члены, они знают с 3 класса. Поэтому эти навыки нужно использовать, чтобы дети все-таки научились находить границы придаточных частей. Вот сейчас я работаю с 3-м утверждением на слайде. Посмотрите, пожалуйста. В ЕГЭ у нас есть это задание 19-е. Оно же, это задание, у нас проявляется в задании 20-м и в 21-м. И ученики 9 классов, и ученики 11 классов с этим заданием одинаково тяжело справляются. Они действительно не видят, где завершается придаточная часть, если она стоит в середине главной части. Если, например, употреблено несколько придаточных частей, разумеется, несколько придаточных частей вы будете учить анализировать детей тогда, когда они начнут изучать сложно подчиненное предложение. Но уже и сейчас, на этапе актуализации, на каждом уроке можно работать с таким типом предложений, чтобы дети анализировали, находили подчинительный союз, потому что о союзных словах речь пойдет
позже, чтобы они находили грамматическую основу, чтобы они конструировали эту часть предложения, находили второстепенные члены и обозначали границы этой части. Чем раньше мы с вами эту работу начнем, тем более уверенными будут дети, потому что они накопят опыт. А вот если мы посмотрим на результаты 11-классников, то мы видим, что с этим заданием справляются всего лишь от 20 до 62% выпускников, которые набрали до 80 баллов. Вот эта категория выпускников у нас самая многочисленная, поэтому мы на эти цифры должны ориентироваться. Итак, уважаемые коллеги, это одна из проблем, которая не позволяет детям справиться с этим заданием номер 3. Еще, уважаемые коллеги, обратите внимание, вот это пунктик 1 и пунктик 2 на слайде. Учащиеся, что в 11 классах, что в 9 классах, все-таки с трудом различают сложно сочиненное предложение с сочинительными союзами и предложение с однородными членами. Ложно ученики предполагают, что сложно сочиненное предложение, в котором мы видим, допустим, две безличные части или две назывные части, это однородные члены. Вот обратите внимание, уважаемые коллеги, что чаще всего тогда, когда части сложно сочиненного предложения односоставные, дети ложно воспринимают это как однородные члены. Поэтому наша с вами задача ежедневно на этапе актуализации, на уроках русского языка, на консультациях еще раз с детьми повторять односоставные предложения для того, чтобы они понимали, что все-таки эти состояния, которые они сейчас видят в безличном предложении, в котором сказуемо выражена категория состояния, относятся к разным субъектам. Например, состояние природы, и, например, состояние человека, который, конечно, испытывает на себе воздействие вот этого состояния. Итак, уважаемые коллеги, это еще одна трудность, с которой с трудом справляются наши выпускники. И теперь посмотрите, пожалуйста, на следующий пунктик. Вот тяжелее всего ребятам анализировать предложения, в которых употреблены составные союзы между однородными членами. Поэтому наша с вами задача понимать, что мы с вами в 9 классе уже изучаем синтаксис сложного предложения, а это значит, что дети меньше работают с предложениями с однородными членами. Поэтому вот на разминке, на уроке русского языка важно давать детям предложения простые, в которых они могли бы употребить однородные члены, коллеги, например, по отношению к описанию фотографии. Мы с вами понимаем, что с 9-классниками нужно готовиться и к итоговому собеседованию, поэтому совмещайте, пожалуйста, задания. Вот эти же предложения с однородными членами, с составными союзами дети могут увидеть в тексте для чтения. Допустим, мы предлагаем им фрагмент из биографического очерка, который потом дети будут в рамках домашнего задания читать выразительно. И мы выбираем только один абзац, или только несколько предложений, в которых есть однородные члены. Мы можем даже сами дополнить эти предложения однородными членами и предложить ребятам найти эти однородные члены и употребить те составные союзы, которые по смыслу, как средство связи, подходят. Вот эта работа, такая творческая, продуктивная работа, она будет очень полезна и в рамках подготовки к основному государственному экзамену, и в рамках подготовки к итоговому собеседованию. Уважаемые коллеги, дальше посмотрите, пожалуйста, на те блоки, которые нас будут интересовать, конечно, тогда, когда дети будут изучать бессоюзное сложное предложение, но материал мы можем накапливать уже и сейчас на этапе актуализации на каждом уроке. Конечно, детям сложно сразу в конце года обобщить все условия постановки тире в простых предложениях, бессоюзных сложных предложениях. И чаще всего, коллеги, дети допускают ошибки тогда, когда анализируют неполные предложения, в которых тире заменяет, допустим, сказуемое, и тогда, когда анализируют предложения с приложениями. Вот эти предложения у нас есть в 21-м задании и на едином государственном экзамене по русскому языку. И одинаково сложно и выпускникам 9 классов, и 11 классов. Поэтому постепенно эту работу по накоплению таких примеров предложений нужно, конечно, вести вот сейчас и в начале года, во второй четверти в том числе. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, на пунктик, который нам кажется очень понятным. Это употребление кавычек.
Но, тем не менее, ученики кавычки воспринимают как мутационный знак, например, при прямой речи, и игнорируют его при цитировании. Кстати говоря, что выпускники 9 классов, что выпускники 11 классов очень часто получают низкие баллы по грамотности, именно по соблюдению пунктуационных норм, потому что цитируют, и цитируют формально правильно. Они вставляют цитату в косвенную речь или в предложение, например, с усеченным цитированием, но при этом совершенно не используют кавычки. Поэтому на это обратите, пожалуйста, отдельное внимание. И, кстати, тоже можно совместить эту работу вместе с подготовкой к итоговому собеседованию. Ну вот в частности, можно вот те цитаты, которые детям даны во втором задании в итоговом собеседовании, просить учащихся вставлять в текст, который, допустим, вы читали, анализировали на уроке, разбирали типы предложений, нашли в этом тексте и простые предложения, и сложно подчиненные, и сложно сочиненные, выполнили многочисленные синтаксические разборы и пунктуационный анализ. Вот потом работу с этим текстом можно продолжить дома и в письменной форме. Попросить ребят правильно применить цитату к этому тексту, вставить цитату к этому тексту. И как раз у вас будет часть пересказа, потому что ребятам нужно будет воспроизвести часть текста, часть микротемы, в которую они подобрали, вставили эту цитату. И как раз вы проверите, правильно ли эта цитата оформлена с точки зрения знаков препинания, то есть с точки зрения соблюдения пунктуационных норм. Уважаемые коллеги, я прекрасно понимаю, как и вы, что итоговое собеседование – это устная форма работы, и итоговое собеседование позволяет проверить то, насколько как раз устные виды речевой деятельности учащихся сформированы. Но одно другому не мешает. То есть мы можем с вами таким образом совместить разные виды работы с текстом и, в частности, с предложениями. Поэтому обратите внимание на то, что учащиеся затрудняются при цитировании, кстати говоря, при употреблении имен собственных. Уважаемые коллеги, вы такие типы заданий, когда нужно проанализировать условия постановки кавычек, тоже, конечно, видели. И заметили, что при этом цифры стоят при именах собственных, которые в кавычках не нуждаются. Например, обозначение рек, или, допустим, гор, или это имена собственные, которые относятся, например, к городам. Поэтому еще раз это умение нужно актуализировать, чтобы учащимся напомнить, какие же именно имена собственные нужно употреблять с кавычками. Итак, уважаемые коллеги, продолжим дальше. И вот теперь посмотрите, пожалуйста, на тот пример, который я здесь вам привожу. Конечно, в сети интернет можно найти много готовых тренажеров. И они действительно экономят наше время. Но давайте мы на эти тренажеры посмотрим критически. К сожалению, в этих тренажерах нет пошаговых алгоритмов. Ну, например, первый шаг, который не всегда хочется в любой тренажер добавить, что я и делаю. То есть я, например, в своей практике беру эти готовые задания, но дополняю их. Первое. Прочитайте внимательно предложение. Прочитайте. Поймите, о чем это предложение. Выделите грамматическую основу или основы. Часто в своей практике прошу, выпишите для подтверждения. Когда ученик начинает выписывать, он, конечно, осознает, что почему-то вместе со сказуемым он выписывает дополнение, да еще и с предлогом, который никак не может играть роль подлежащего. Или вместе с подлежащим выписывает целую цепочку однородных определений. Вот этот вот шаг, подчеркните грамматическую основу, выпишите для доказательства правильности своего разбора, он очень важный. Он позволяет ученику контролировать себя, она позволяет включать навыки формирующего оценивания. То есть ученик оценивает то, насколько он правильно выполнил это задание, видя, что грамматическая основа выписана неверно. Итак, выпишите грамматическую основу, определите тип предложения, это очень важно, найдите союзы, союзные слова, определите их роль, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что сочинительные союзы могут быть связующим звеном между однородными членами. И вот этот шаг, определить роль союза, очень важен. Когда ученик проговаривает, что этот союз соединяет пары разных однородных членов,
и у нас в предложении несколько рядов однородных членов, допустим, попарно соединены однородные сказуемые, затем попарно соединены однородные дополнения, и предположим, что перед сказуемыми есть еще и попарно соединенные однородные обстоятельства. Мы понимаем, что союз повторяется в предложении несколько раз, например, союз «и», но он не повторяющийся, потому что он соединяет разные пары однородных членов. И получается, 3 ряда однородных членов мы вполне можем с вами найти. Вот это определение роли союза тоже, конечно, очень важно. Этот шаг очень важен. Ну и, наконец, следующий шаг – это найдите осложняющие компоненты. И понятно, что дальше составьте схему, расставьте знаки препинания в соответствии со схемой. Часто вижу, что схема составлена абсолютно правильно, но вразрез со схемой поставлены лишние знаки препинания. И мы, когда начинаем обсуждать, почему знак препинания поставлен, то мы, конечно, понимаем, что объяснение, например, по поводу того, что я здесь сделал паузу, или я здесь вздохнул, или я выделил это слово, не подходит к пунктуационным правилам. Понятно, что мы с вами видим здесь, вот в таких готовых тренажерах, предложения, в которых сразу все знаки препинания даны, а мы понимаем, что и в первой, и во второй, и даже в третьей четверти нужно с детьми поработать отдельно с разными блоками знаков препинания. То есть давать детям для анализа отдельно пока предложения с однородными членами, отдельно сложно сочиненные, отдельно с обособленными обстоятельствами, отдельно с вводными словами. И вот когда ребята накопят опыт, мы, конечно, будем говорить о том, что на самом деле нам нужно будет анализировать сложные предложения, а в 99% сложно подчиненные предложения, в частях которых мы с вами будем видеть осложняющие компоненты. А пока у нас с вами есть возможность накопить опыт при работе с разными типами предложений. Ну и, наконец, в чем еще я вижу минусы таких тренажеров? Это в том, что нет возможности сразу вместе с тренажером увидеть, например, какую-то ссылку, где можно было бы повторить сами правила. Ну, в частности, хотя бы ссылку на тот же сайт грамота.ру. Ну и, наконец, вообще здесь нет заданий на то, чтобы дети объясняли. То есть они просто должны выписать цифры, но никак не объяснять. А мы-то с вами понимаем, чтобы качественно подготовиться к этому заданию, нужно, чтобы дети в рамках домашних заданий объясняли постановку знаков препинания, то есть формулировали правила или объясняли графически, то есть составляли схемы. Итак, уважаемые коллеги, важный пункт. Мы, конечно, пользуемся готовыми тренажерами, но при этом мы в этих готовых тренажерах добавляем задания, чтобы у учащихся сформировался алгоритм того, как выполнить это задание. Чтобы тогда, когда ученик 1 на 1 остался на экзамене с этим блоком, с этим третьим заданием, он понимал, с чего он начинает работу и как он завершает эту работу. Конечно, он в контрольно-измерительном материале не будет писать правила, но я вас уверяю, те дети, которые к алгоритму приучены, они действительно разбирают предложения, составляют схему предложения и делают небольшие пометки по поводу того, почему они ставят тот или иной знак препинания. Уважаемые коллеги, вот теперь давайте мы с вами посмотрим на то, как можно группировать материал с детьми. Итак, уважаемые коллеги, вот сейчас уже после первой четверти, начиная вторую четверть, мы с вами понимаем, что мы можем выходить с детьми на группировку материала, например, идти по знакам препинания. И тогда мы понимаем, что в наших справочных материалах, которые вы вместе с детьми накапливаете, может быть, у вас это схемы, может быть, таблицы, может быть, это перечень правил, может быть, это записанные правила, по-разному вы с детьми работаете. Но мы можем пойти по знакам препинания, и тогда с детьми обсуждаем. Действительно ли, вот тоже проанализируйте, в этой таблице собраны все варианты условий, по которым мы можем ставить запятые. Правда ли, что нам достаточно обсуждать только однородные члены, обособленные члены, уточняющие члены, обращения, междометия и вводные слова? Может быть, нам достаточно говорить только о сложно сочиненных, сложно подчиненных и бессоюзно сложных предложениях, или все-таки нужно говорить о сложных предложениях с разными видами связи, то есть о сложно-синтаксических конструкциях,
Ну и кроме всего прочего, уважаемые коллеги, обратите внимание, вот опять же по тому, что мы видим в 9 классах и в 11 классах в рамках работы Республиканской предметной комиссии по проверке развернутых ответов выпускников 9-11 классов. Коллеги, чаще всего дети пропускают пресловутую запятую после прямой речи перед авторскими словами в предложении с прямой речью. Вот посмотрите, пожалуйста, актуализировали ли вы это правило вот сейчас, поработав с детьми в первой четверти. Итак, уважаемые коллеги, посмотрите, сколько условий постановки запятых мы с детьми должны постоянно обсуждать на этапе актуализации и в рамках мини-практических работ. Коллеги, здесь приведены примеры и по тире, но мы с вами понимаем, что и другие знаки препинания, в частности, точку, запятой и кавычки, мы тоже можем с детьми накопить, обсудить. Коллеги, это один подход. Посмотрите на другой подход. Мы можем идти от типов предложений и от типов осложняющих компонентов. И вот здесь вы видите на зеленом поле и на желтом поле разные типы предложений осложняющих компонентов. И тогда мы с вами можем говорить о том, что, обсуждая знаки препинания в бессоюзном сложном предложении, мы будем говорить и о тире, и о двоеточии, и о точке с запятой, и о запятой. Например, обсуждая знаки препинания в предложении с прямой речью, мы тоже с вами будем говорить и о двоеточии, и о тире, и о кавычках, и о запятой. Ну и понятно, о точке или восклицательном и вопросительном знаках, как о знаках завершающих. Но так как нам завершающие знаки препинания не дают, только те знаки препинания, которые внутри предложения, то я их, уважаемые коллеги, конечно, не произношу. Тогда, когда мы работаем с предложениями с обобщающими словами, то мы тоже говорим и о тире, и о двоеточии, и о запятых. Поэтому, коллеги, разные подходы можно применить, может быть, рационально. Поработать в первой, второй четверти, например, с типами предложений. А вот в третьей четверти, когда вы еще раз будете обобщать с ребятами условия постановки знаков препинания, применить вот такой подход. То есть уже говорить о типах предложений и, соответственно, осложняющих компонентах. Уважаемые коллеги, теперь посмотрите, пожалуйста, на следующий подход. Это, собственно говоря, у нас с вами пример работы с разными правилами. И здесь два примера приведены. Сверху вы видите таблицу, то есть мы обсуждаем знак препинания, допустим, на консультации. Мы проговариваем все случаи употребления этого знака препинания. Мы вспоминаем правила, теоретический материал, а вот примеры мы уже приводим самостоятельно. Допустим, коллеги, опять же, из того текста, который будет дан детям для чтения на итоговом собеседовании. Нам эти тексты тоже анализировать, их достаточно много в открытом банке и на сайте Дмитрия Гущина, поэтому активно применяйте их, пожалуйста, на уроках русского языка вот в таком, допустим, ракурсе. Коллеги, другой пример, который вы видите, это алгоритм постановки двоеточия, и этот алгоритм построен на основе правила. Ну и, наконец, посмотрите, пожалуйста, с другой стороны вы видите графические схемы, которые тоже, в принципе, можно использовать. На самом деле, конечно, дети выбирают для себя тот подход, который им более приемлем, и некоторые дети говорят о том, что им очень сложно понимать схему, но гораздо легче работать с таблицами. Поэтому вам, конечно, нужно тоже определить среди детей те группы, которым вы будете давать работу на обобщение теоретического материала в табличной форме, и группу детей, которым будет легче работать с алгоритмами или с графическими схемами. Итак, уважаемые коллеги, на слайде вы сейчас видите подход к тому, как обобщить теоретический материал. Уважаемые коллеги, ну а теперь посмотрите, пожалуйста, еще на примеры заданий, как поработать с теоретическим материалом. Итак, уважаемые коллеги, предположим, что на этой неделе, изучая сложно подчиненные предложения с придаточными определительными, мы параллельно с детьми обсуждаем обособленные определения. И это хороший прием, потому что мы с вами знаем, что простые предложения с обособленными определениями являются синтаксическими синонимами сложно подчиненным предложениям с придаточными определительными. Поэтому мы можем параллельно повторять этот блок. И теперь посмотрите, пожалуйста, какие виды заданий можно дать детям, например, для того, чтобы они поработали с сайтом gramota.ru, с материалами на этом сайте. Ну, в первую очередь, детям нужно вспомнить, что такое определение.
Потому что если они будут хорошо понимать, что такое определение, то и справляться с придаточными определительными им, конечно, тоже будет легче. Они будут понимать, какие вопросы, в принципе, к этим придаточным нужно задавать. Ну и кроме всего прочего, они не будут пытаться задавать вопросы к придаточным определительным от сказуемого. Потому что мы понимаем, что придаточное определительное очень тесно связано с существительным или с местоимением, которое есть в главной части, и по сути называет признак вот как раз того предмета, лица, явления или события, о которых говорится в главной части предложения. Поэтому это не лишний шаг вспомнить, что такое определение. И вот как раз в рамках одного из домашних заданий, пропедевтических, когда у вас дети только, например, приступят к изучению этой придаточной определительной части, вы можете и сформулировать такую работу. Коллеги, конечно, важно повторить способы выражения определения, чтобы дети помнили о том, что обособленными определениями могут быть не только причастия, причастные обороты, но и прилагательные, в том числе прилагательные, которые при себе содержат еще поясняющие слова. Уважаемые коллеги, конечно, нужно понимать, что нужны задания, чтобы дети понаходили, поискали внутри предложений, которые вы им предложите. Прошу прощения за повтор, определения. И опять же, коллеги, это могут быть тексты для чтения в рамках итогового собеседования. Они могут быть даны детям по абзацам, по микротемам. Можно использовать один текст на протяжении нескольких занятий. Но, тем не менее, вам нужно будет посмотреть, чтобы в этих текстах были эти обособленные определения, коли уж мы об этой теме сейчас говорим. Уважаемые коллеги, для того, чтобы проверить, как дети поработали с теоретическим материалом, можно попросить их задать вопросы к этому теоретическому материалу. А вот как раз на уроке можно организовать в рамках актуализации опрос по этим вопросам. Уважаемые коллеги, безусловно, вы можете детям, чтобы проверить, поработали они с материалом или нет, предложить поработать с утверждениями, и, допустим, вы либо на распечатке, либо на слайде, либо на интерактивной доске показываете правила, которые дети должны были прочитать. И вот как раз нужно будет, чтобы учащиеся, например, восстановили правила, допустим, какие-то важные условия, например, о том, что обособляется определение вне зависимости от того, где оно находится в предложении, если оно относится к имени собственному или к личному местоимению, вот как раз эти правила бывают, что забываются, а вы как раз проверите, дети прочитали еще раз об этом или не прочитали. И вот такой вид задания можно дать перед разминкой, перед нотационной разминкой. То есть сначала вы проверяете то, насколько дети повторили правила, а потом уже, собственно, даете пунктуационную разминку. Это не означает, что весь урок дети будут этим заниматься. Это буквально 7-10 минут от урока. Уважаемые коллеги, я сама, как учитель-практик, с предубеждением отношусь к утверждениям, в которых допущены ошибки. Мне кажется очень важным, чтобы в тот момент, когда дети учатся применять правила, они видели правила не в деформированном виде или с пропусками. Тогда, когда мы детям даем утверждения неверные, это достаточно опасный ход. Мы можем приучить детей к тому, чтобы они вообще не доверяли теоретическому материалу. Поэтому вот я в своей практике использую чаще всего незавершенные утверждения или утверждения с пропусками. Пропуски минимальные, чтобы надо было восстановить только одно условие, одно понятие. Когда пропущено больше условий или больше понятий, то мы создаем для детей затруднения, с которыми они справиться не смогут. Уважаемые коллеги, вы теперь посмотрите, пожалуйста, еще на работу с обособленным определением. И опять же, я взяла эту фотографию из открытого банка ФИПИ, задание к итоговому собеседованию. И вот как раз для того, чтобы актуализировать умение детей работать с обособленными определениями, вы посмотрите, пожалуйста, какие задания можно в данном случае давать детям. Это и подбор определений, это составление словосочетаний, это, конечно, составление предложений, но того типа, который мы обговорили. Допустим, в начале урока это могут быть предложения простые, с обособленными определениями, а вот в конце урока, когда мы уже познакомимся с сложно подчиненными предложениями, с придаточными определительными, это, конечно, должны быть предложения сложно подчиненные, причем с доказательством, что это придаточное, которое мы придумали, она действительно определительная.
Коллеги, это могут быть предложения, извините, задания на то, чтобы заменить предложения с обособленными определениями на синонимичные, сложно подчиненные предложения, коллеги. Ну и кроме всего прочего, это может быть письмо по памяти. Допустим, вы показали некий очень хороший пример описания по фотографии. Мы с вами понимаем, что описывать состояние героев, состояние природы очень сложно. Мы понимаем, что в большинстве образовательных организаций ребята получают фотографии черно-белые. И здесь описывать цвета сложно. Поэтому сосредоточиться на описании состояния фотографии нужно в том числе и с точки зрения того, чтобы дети видели образцы описаний, а вы бы им предлагали такие пересказы. Коллеги, такие творческие пересказы, когда ребенок может дополнить, добавить одно-два предложения, тоже очень важны, потому что речь детей формируется все равно по образцу. И если ребенок никогда не видел образца, описания, состояния героя по фотографии или героев, потому что мы здесь видим семью, которая катается с горки, то, конечно, ему будет очень сложно сконструировать свой текст. Поэтому и такие образцы вот на этом этапе, на этапе обучения, нам, конечно, тоже будут очень важны и полезны. С одной стороны, у нас будет текст, пусть он будет непродуктивным, но с другой стороны, у нас будут предложения того типа, который мы изучаем. Уважаемые коллеги, ну теперь посмотрите, пожалуйста, тоже работа с обособленным определением, тоже пунктуационный анализ, но обратите внимание на то, что это целый текст, это не отдельное предложение. Ну и, кстати говоря, это вот как раз текст из основного государственного экзамена. И посмотрите, здесь можно выполнить другие задания, например, распределительный диктант, когда дети распределяют предложения по их типам. Например, задание на анализ грамматических основ. Допустим, детям нужно выписать только примеры подлежащих сказуемых или только примеры составных именных сказуемых. Это может быть работа со словосочетаниями, чтобы дети попробовали подобрать и помогли, кстати говоря, друг другу подобрать синтаксические синонимы. Это может быть работа с лексикой. Я вот, например, выписала здесь слово «наслаждение», которое, в принципе, тоже можно попробовать заменить синонимами, таким образом подготовить детей к тому, чтобы они осознавали и это задание тоже. Уважаемые коллеги, вот эти предварительные задания очень важны. Дети видят текст, они видят все знаки препинания, которые расставлены, они погружаются в содержание этого текста, а потом вы предлагаете только одно предложение из этого же текста, но уже с пропусками знаков препинания. Дети визуально помнят, где были знаки препинания, они, конечно, их восстановят, а вот объяснить условия им придется самостоятельно. И мы таким образом тренируем их внимание к знакам препинания. Еще раз обращаем внимание на то, что знаки препинания мы ставим в соответствии со смыслом предложения, с типом предложения, опираясь на структуру предложения. Уважаемые коллеги, ну вот еще посмотрите, пожалуйста, на примеры заданий. Многие задания уже я произнесла, и произнесу только одно из них, это диктант по памяти. Уважаемые коллеги, ну, например, вернусь к предыдущему тексту. Мы показываем детям текст, мы прорабатываем с детьми этот текст с точки зрения содержания. Допустим, после такой 5-минутной подготовки мы уже просим записать, конечно, не полностью текст, но хотя бы 2-3 предложения. Здорово будет, если у вас есть возможность при этом работать на разных досках. Допустим, у вас есть 2 доски в кабинете, и вы можете увидеть, как одно и то же предложение будет по-разному представлено. У кого-то это будет предложение с подбором синтаксического синонима, допустим, с обособленным определением, а кто-то сохранит это сложно подчиненное предложение. И вот как раз варианты предложений и, соответственно, знаки препинания в этих предложениях нас и будут интересовать. То есть мы дальше можем продолжить работу с этими предложениями с точки зрения объяснения условий знаков препинания. Уважаемые коллеги, я сейчас обращу ваше внимание на несколько ресурсов, которые буду рекомендовать для того, чтобы вы использовали. Коллеги, я часто обращаю ваше внимание на сайт Федерального института педагогических измерений. Напомню, на этом сайте у нас есть вкладка «Навигатор подготовки». И в этой вкладке размещены навигаторы самостоятельной подготовки к основному государственному экзамену по всем предметам, в том числе и по русскому языку. Коллеги, к сожалению, мы не увидим с вами здесь тренажеров или рабочих тетрадей.
Но в навигаторе мы с вами увидим перечень тех правил, которые необходимо обобщить. Вот этот перечень как раз и можно проработать с детьми с точки зрения того, чтобы, ну, в буквальном смысле слова, даже проставить плюсы напротив тех правил и тех типов предложений, которые у детей не вызывают затруднений. И тогда вы увидите, какие еще правила в первую очередь нужно взять на уроки, детям подготовить материал. То есть можно использовать этот навигатор подготовки в качестве того, чтобы определять вместе с детьми перспективы ваших, например, консультаций или обобщающих уроков. Уважаемые коллеги, в этом же навигаторе подготовки по русскому языку вы увидите материалы для подготовки со сносками, с интерактивными сносками, с гиперссылками. Коллеги, обратите внимание, здесь ссылки на российскую электронную школу. И если вам хорошо видно со слайда, вы видите 5 класс, 6 класс, 7 класс. Понимаете, конечно, что эти материалы не случайно подобраны. Материал теоретически здесь собран очень локально, правила небольшие, теория небольшая, она будет по силу детям с разным уровнем подготовки, поэтому правильно говорите о том, что да, здесь мы видим 5-6 класс, ребята, но тем не менее вы сегодня выполняете работу именно по этому ресурсу, а на следующем уроке мы с вами в рамках, допустим, условно тестового опроса проверяем то, как вы этот теоретический материал повторили. Коллеги, опять же, если есть доступ у ученика, если у ученика доступа к российской электронной школе нет, то вы эти материалы распечатываете, потому что по-другому мы не сможем с вами поработать с детьми. Уважаемые коллеги, здесь же в этом навигаторе есть ссылки для тренировки, то есть ссылки на тренировочные задания. И вот я вам тренировочные задания покажу, посмотрите, как они выглядят. И это задания, которые были у нас на основном государственном экзамене по русскому языку раньше. Это отдельная работа с бессоюзными сложными предложениями, с предложениями сочинительной связью, отдельная работа с грамматической основой, отдельная работа с тире, с запятыми, с двоеточием. И эта работа очень важна. То есть мы ставим перед собой, как перед учителями, цель, и перед детьми цель, чтобы они отдельно проработали разные типы предложений, а потом уж в 3-4 четверти мы с вами будем обобщать. Поэтому на эти задания тоже обратите внимание. Опять же, если у ребенка нет доступа к сайту ФИПИ и вообще к сети интернет, то мы можем ему предложить поработать на распечатке, но тем не менее, чтобы он не чувствовал себя ущемленным. Уважаемые коллеги, посмотрите, пожалуйста, еще на один ресурс. Думаю, что вы им пользуетесь. Это ресурс «Диктант онлайн». И вот на этом ресурсе мы тоже можем найти с вами готовые диктанты. Это продолжение тоже этого ресурса. И из этих диктантов мы с вами можем брать отдельные микротемы, отдельные абзацы и даже отдельные типы предложений. Коллеги, если у учеников есть доступ к сети интернет, то мы можем дать ссылку на конкретный диктант и попросить из этого диктанта сделать выборку, допустим, только предложения с вводными словами. Или сводными выражениями, или сводными конструкциями. При этом вы, конечно, сами должны этот диктант просмотреть, чтобы действительно понять, что дети могут с этим диктантом справиться. И такой тип предложений в этом диктанте есть. Уважаемые коллеги, покажу еще несколько ресурсов. Мне очень нравится этот ресурс, он называется «Интерактивный диктант». Я обычно беру готовые тексты. Это диктанты, которые носят тематический характер, они посвящены юбилеям. И вы можете поработать с этими текстами и на уроках родной русской литературы, и на уроках родного русского языка, и на уроках русского языка. Вы видите ссылки, вы можете сделать скриншоты сейчас для того, чтобы перейти потом на эти сайты. Уважаемые коллеги, здесь, конечно, диктанты с точки зрения насыщенности знаками препинания сложные, поэтому вы можете предлагать эти диктанты, например, учащимся, которые у вас входят в группу ребят вот с высоким уровнем подготовки и требуют от вас другого дополнительного материала. Уважаемые коллеги, вы видите то, как выглядят эти интерактивные диктанты. Здесь пропуски знаков препинания и орфограмм тоже. Вы можете скачать этот диктант себе и, например, оставить только знаки препинания. Причем можно оставить прямо подчеркнутыми эти пропуски для того, чтобы дети понимали, где именно должен стоять знак препинания и уже выбирали этот знак препинания. А в качестве усложнения вы можете попросить, допустим, в нескольких предложениях знаки препинания объяснить.
Уважаемые коллеги, следующий ресурс называется язык. И на этом ресурсе представлены правила, отдельные правила. И вот как раз к этим отдельным правилам вы можете в качестве дополнительного теоретического материала детей и отсылать. А вот примеры работы с правилами я показывала тогда, когда открывала задания по отношению к теоретическому материалу на сайте грамота.ру. Уважаемые коллеги, это тоже ссылка на этот же ресурс. Здесь вы видите, как представлены материалы. Ну, мы видим некий теоретический материал к каждому пункту синтаксиса и пунктуации. А дальше небольшие тесты. Понятно, что эти тесты дети могут выполнить дома и с помощью подключения к сети интернет, поэтому не рекомендовала бы вам, например, задавать это в качестве домашнего задания, потому что ответы в сети размещены, дети достаточно быстро могут найти. А вот с точки зрения работы с теоретическим материалом вполне возможно. Итак, уважаемые коллеги, мы постарались с вами, несмотря на то, что у нас была небольшая заминка в начале, уложиться в отведенное нам время. Уважаемые коллеги, благодарю вас за терпение, за внимание к этому вебинару. Уважаемые коллеги, если по содержанию вебинара у вас остались вопросы или если вы можете порекомендовать еще какой-то очень интересный ресурс, который помогает детям развивать коммуникационные навыки, то я вас буду очень просить написать это в чате. Мы с вами потихонечку будем завершать, поэтому если у вас есть вопросы, пожелания или рекомендации друг к другу, то вы можете отметить в чате. Уважаемые коллеги, это вот тоже ресурс грамота.ру, то есть здесь тоже есть интерактивные диктанты. Коллеги, благодарю вас за внимание. Я желаю вам продуктивной подготовки к этому заданию. И думаю, что мы способны сделать многое для того, чтобы наши ребята научились это задание выполнять. Коллеги, всего доброго. До свидания.